Үмүт үтүө киһенден убастабыллаах Саха национальный көрдөрөр хитнерер компанияны күйөх экранын көрөөчүлөр сахабыт сирин олохтоохтору. Буларын курдук хас сердеахсын киэхэ сетте аңар частан биһиге ханалбытыгар сайылык берибитин көрөгөт ол курдук биһиге ара сүлэхэ жоннору хахайстыбалары сырдатабыт. Онтун бүгүн биһиге килдемге келен турабыт. Килдемге манна биһиге Андреевтер же керген хахайстыбаларын фермаларын туһунан билсиэхпит анууха биһиге маннан Виктория Андреева бар. Виктория түйкеһеннен. Здорово, мен атым Виктория. Бүгін ағам ИП хозяйствоның кепсетекім барын. Хозяйство бұд... Тыгынча 991 сыллаға төріттен бітеді? Да. И... Аты сүрінінен әйге манна сүйіхінен онна ынағынан жарықтан ағад. Тәхі төбелі ақыты? 4-6 и билген кыдырык бит кайдак күнө бут. Атында чакчыдагына бундай фермага үле бара турар көстү анактар бит аттан кехәңе ыннарын ытылар оннан бу жекерген фермата үлете хамнаха кайдак ытылларын биһиге берибитер билсек бит күнү доготтор санатабыт биһиге ага сефиргөлли бит күйөх экранга көстөр нөмерге куяр симигер макс херге бага тыйтылардах интерьерге бит поллахытна хаяндагын сурьярың санагатын үлестериң жаттан ол деки бардак битна биһиге билген ажо хаман тиекка онно ынактар бит үлелере ынак ыгына бола турар ди. Онно жа төһө элбах ынак ынари. Так. Төөнүдө вонагыз билген вонагыз билген вечерний дойка вот бүтенере. Ну посмотрим. Билген кыдырык бит кадак кына өттү. Жа бу доготтор ынакпытын ыр сербитигер келен турабыт манна номно жа үле хамназ бөгөтө болла биттери курдукча Хүрбетчеке ынак ынар дейте битти. Олар номно ынан теміктенен әрен тон бу үз ынак бихеке халла. Атын бу манна фермага кимнә хулилдери? Әйге жекерген бәгә терөлли гитта. Тәре. Ким өллери? Аял? Она Катя. Аял была она это тетя. Аял это сын Сергея Николаевича. Ой. Жаттан манна билетенлер поллаха бу ферма салаячта ферманы көрөр истер сүрүн кехибит хахаймыт Сергей Николаевич болар хеп. Онуха Сергей Николаевич бу оголоро жона сергете бу ферматыгар үлели хамсы сылжалдар. Жа онотон бу көрөрбүк курдук нактар бытын аппаратынан ыбыт. Онна аппаратынан ырга билен турар олус үле. Отон билен турар элинен ырдагыр аппараттен олус судургу сол нема бага боллага деп. Онуха билген биһиге маннагы үле хете кетер кепсетиекка Екатерина. Жара Екатерина итөке хәндән. Дигән. Да үле хамна сада бар нихәри. Тон син сөйдә бар нихәр. Вот. Этәңе. Үккү түгәй. Үпит шуя ха бу. Син нормально дәде бутып. Тәһәне улагыты бу гангы. Күнгә 200 бен тахсыр. Тон судышны балана сүз отут. Сүз бәйен тәнеко. Бәйен хәсәдәң. Бата бигулын 200 бен тахсыр. Атын Екатеринан бәйен манна хаңыттан өллигини. Тон манна тон куттана хан тапылыбына хан. Сәп жауынытын бу маннык бүгін холубра тәһә әлбәқ ынагы ытыгыты бу түмік бүтәһек үс ынагы турат. Бу бүтәһек бүтәһек Үдүдә. Тон тахсыры бу. Сен тах кына булады. Тас паткенес тактаган. Дәрә доготтор ол көрдөрүккәре ол курдук Виктория аял кехәңе ыһыңга үлеләре бара турар. Онуха бу курдук жа үс насос тахытты. Үс аппарат. Кепсиха бу насостар. Аппарат се бутында. Ото бу вакуумный бара турды. Автоматический ден тахлып дойку.
Атактаны дәрәтәктәне бізге үлібден тоқты бар зойды күлі болыпты. Онтан зойдық аппаратынан тоқты бұд. Амбасықын туының үлібден үлбіт. Раздой дәрәтәктәне. Онтан зубы аппаратынан үлбіт. Көргентен бұл тоғын бірі сылақтан тәрілеуде дейті бітті ферма бұтын. Ән тоғын бірі сылақтан манна барғында? Хо, Келін хауысы. Кәді çoğusan. Сәп жауынатын бұл көрірбі күрдік ынақтар бұт манна ағы тұралылар де? Аха, әте тұғын силдері? Кім көрім şey oldu. Кім көрім şey oldu. Сәп жауынатын бұл үйттер бет бігеға маннық бедөнлерінен туыллақтарынан тұта ынартақ молочный сықтақ кетте. Это лучше всего чего хотят. Аял, жәрі аял білген үлі қамнас бағыты бола тұрар. Аял, жа үлі қамнас қайдақ бар не херей? Как работа идет? Ну, тяжелая работа. Каждый день с утра до вечера. Животные всегда хотят есть, пастись. Особая работа зимой у нас состоится. Зимой у нас зимник. Коровы находятся в помещении. Зимой мы поем их на проруби, вводим их на озеро. Озеро здесь у нас где-то 300 метров. Прорубь делаем и через прорубь наливаем в корыто. Также у нас летом сенокос. Самое затратное это у нас, конечно же, сенокос. Силәте хамай билен турар билеген тоқ болығы де. Онуға бігеге от үләтін тұғынан бігеге өссі салғы кепсеті еқпет күнде доғаттар. Онтон бұл кемге бігеге тоқ бұд үппет hodurı кемінен ынартақ молочный сықтарғар барыр хеп. Онуға бұл ферма Андреевтар бас билер фермалары әйге сүрін сылғы сұрыққыттен тұғой. Ну, үйтедері. Только молоко. Ну, получается, молоко мы сдаем в Якутский гормолокозавод. Получается, все ветеринарные справки у нас сдаются, ну, качество кадыры. Хадах, кирер, помылар, барата кадыры. И обязательно обследование барат на бактерии, вот, обязательно, ну, бар волоса. Обязательно справки, вот это вот все. Жауынатын қолыбыра бір күнге төхі әлбәғі тұттырағытай. Бұл әте үйт күта тұрар де. Әте бұл үйттер өттен асын кәлен ұлалар да? Ага. Сасардаттан кәлелер, ұлалар. Примерно бір күнге, ну, білін кәе сүстен тақар. Сарсерді олаты уже 200 литров, 250 литров болар. Сөп, жатын бұл 200 литре тұттыралар. Бұл білеген жа көрірбік күрдік аял әте ғымыт үйттері ұлла, онна молочный сыйқытығыр баран күтар де? Да. Әте молочный сыйқытын тұғынан кепсәрі? Молочный цех потатон... Так, где хочу. Әйеға сәй жон үйт кәлен тұттырырды? Ага, физлистаттан ұлавыт. Обязательно, опять же, барата ветеринарный справкадан кәлелер. Обязательно көдірәлер и оны куталар. И барата учокка бара турар. Обязательно. И сарсерда молоковоз кәлер. И обязательно барата тук. Арсы дағыз жасқа келерді. Оны түні әйге бұл манна ұттақыт де, бұл үккі тәйеқа олыс көмелерді. Атыте, туық бұтығар тәйбәккен, молочный сыйық бұтықтан тәйбәкке бет. Молочный сыйық бұтығар қас жон тұттарары, ағыз он жон тұттарары деті кетті. О, то онтан тақсар. Онтан таққа кеге. Отын бәлері, баз бәлері ынақтақ жон ын тұттаралары болу. Оны түн төхі әлбәқтейіне ғалалары. То по-разному. А тут кемера туту, кемера вону, кемера тёрдуну деби курдык те? Вот сайының времена барата
литраж у них более высокий, побольше. Отондук боллага ди. Жауынатын бу ынактарбыт тахыбыттарын кенеттен пастухып бытта. Тека сәре пастухып кырхайдах элелири. Пастух чана так. Породата немецкая овчарка. То бияха камлетчи. Допустим, ынактар күлейди баралар. Но юргу туралар, жа келбеттер. Но выезжаем туда, получается, собаку с собой берем, и она их сама погоняет. Командадан белдер, бияты келдер хайыр. Еще бай ыттак. Жачогона ынахытын деген бягат сылгылы бар баккагат ыккытын ыккытын бәте билер даганы боллага ди биреметнен кахан агылыктагын. Барата билер. Еще Наха чугейбит. Сэп жаттон бу кемге биһиги насоспут туһунан кепсетиекка аял биһиха жа бу насоспут үлете хамнахан сырдатыра. Ну, как на фермах всех используют, это обычный вакуумный насос, электромотор, который крутит вакуумник, также сосет воздух и через уже аппараты он молоко. Все как на ферме в Советском Союзе. Это обычная конструкция. Во всех фермах обычно у всех такие насосы. Но есть обычные переносные, сейчас современные, более-менее такие. Но они очень слабые, они только на 2-3 коровы. У них такой есть бак, и оттуда уже там электромотор маленький также работает. Жаттон бу насоспут чахчы даганы жогуга хуок курдук улахан терилди. Отон бу терил чахчы даганы тон хүрбетчика ынак ынаргар можнаха даганы күйе үлете тиер боллага ди. Ну, он рассчитан на большие количества, то есть можете 100 коров. Ну, то если на 100, то нужно 2 таких вакуумника. У нас таких в запасе тоже 2. Один как бы на запасе, другой здесь стоит, еще один третий внутри помещения. Как при зимой, то есть мы этот просто прикрываем, а зимой переводим туда. И уже зимой в помещении у нас производится дойка. Сэп жа олус интерехне бит жа бу курдук биһиги үктенен турар ферма бытыгар Андреевтар жекергеттер фермаларыгар кихәңге ынактары ыһын түмүктенне. Онотон ынактаргытын ыттыгытте. Сэп жар күндө доготтор билеген биһиги кылгас огойка токтубут, ол кенттен нөхпөт биһигиннин бирге болуң. Жарасыты күлітеу кехеннен убасы боллақ көрәчілер кылға сугуйка доқтобол кәнеттен бігеге төннен кәлібіт әйге Саха национальный көрдірер едінерер компания қаналығыр сайылық беріне көрәғыт. Онуға бігеге бүгінгі береге сатабын келдемге өктен тұрыбыт Андреевтар жекерген фермаларығыр. Андреевтар жекерген минатты бар туралар Виктория Аял. Жа Виктория Аял әйге кергенділер боллақ әтте? Да. Жа онатын бұл әйкен манан жарықтын ағыт. Утумунан дәректен болар боллага ди бу аял агата Сергей Николаевич фермата ноха уола оннатын кине кергене буманна өлелилдер. Жа опсенен буманнык фермага өледен кайдага ялтуунан кепсәңере. То работать в ферме это очень тяжело, это очень кровопотливый труд. То есть это, как сказать, и утром, и вечером обязательно. То есть свободного времени у вас как бы и не будет. Обязательно надо смотреть за своим скотом. В случае чего, если они заболеют, обязательно ветеринаров позвать. И кормежка, водопой в зимнее время вот очень тяжело дается. Тем более у нас зима очень длинная. Ну, как-то так. Атан Викториян манна кии поллагынде. Эн эрде кырахар жаңга деген маннак фермага ынах сылгы сехүлетигер үлелир этиңдо. Да, я была у своих родственников, Павловскайга, на Катаска. У родных теть есть свое хозяйство тоже. Ну, с детства как бы привыкла. Юрияк поллагынде. Жатына аял эме олох юрияк поллагынде агаң бу маннак фермага иттеге улатындардага де про работу в ферме. Ну, могу сказать, что это добросовестный труд, хороший труд. То есть мы обеспечиваем молоком, некоторые разводят на мясо, мясом производят. У нас в производстве отходов нет. То есть у нас шкуры все идут тоже вот на унты, на сапоги.
Про это подробнее, пожалуйста. У нас есть сахабулт, и она принимает шкуру. То есть шкура, правда, должна быть очень аккуратно разделанная. То есть, но у нас есть специальные же цехи, в Намцах находятся мясобойни. Вот они там хорошо все разделывают, и шкура остается в очень хорошем состоянии. После чего сахабулт принимает, у них есть кожемячная, они размягчают ее, делают обувь хорошую, дубленки, ну и всякое, ремни, кошельки. Кадекте. Атын бихеха манна мағын беребит халны тигер эппепет эге фермага түсүрүн сыгыла сорга үйт туттарыта денеп. Онуха бихеге манна көрөштөр бит италар атын эттерин хайдак каналлар эттерин ханнара туттараллар битто ден ыйппыттар. Насчет мяса, ну, обычно только для себя как бы забиваем. На продажу никуда нет, только себе. Это должны быть специальные мясные цехи, у них есть, ну вот через мясобойню. А нам сложновато это, то есть нужно увозить, привозить, также справки нужны. Ну это у нас, конечно, все есть, Меркурий ведется, но с точки зрения бюрократии очень сложно с этим. То есть это нужно большие затраты, чтобы увезти, привезти, разделать, еще хранить нужно. Хранения у нас нету, из-за этого только вот себе мясо. Это нужен специальный рефрижератор, место подвешать. На таком маленьком подсобном хозяйстве это чисто на мясное нужно работать. Получается, мы только молоком разводим. Сөп жа атын билигин биһиги бу турар бит хотон болар болады атын сөйләр бит нахтар бит манна кыстылар уны кирен көрү кайын де. Аха, кирен көрү кайынра. Жа кайдах хотонго кыһынын нахтар гытын турурар гытын. Атын бу хотонго 91 сылактан бу барда. Получается, с 91 года он раньше при совхозе он был как гараж. И после он был переделан у нас в хотон. Атын бу эги сергитен кайдах уркатан манна бар була хите. Или кайдах быкытыйды. Так, это земля вся собственности. То есть мы как семейное дело у нас, это все на отца. Раньше это был родственники, нам как бы раздавали, вот после развала Советского Союза раздавали как бы земли, трактора, кто что мог, тому и давали. Ну, мы вот соединились, тетя, дядя, у них были, каждому дали по трактору одному, мы потом соединились как бы совместное хозяйство. И получилось, у нас сейчас есть 3 трактора, есть пресс, подборщик, косилка, 2 грабли, ну и прочая сельхозтехника. Техника утуна сөкепсе техпетти халгы. Антон бу биһиге хотон бутун көрөккәң бу хотон бутугар төһө элбәх сөйһө батарей. Здесь помещается около 30 голов. У нас здесь стоит 19 дойных коров. И также находятся годовалы, которые на следующий год уже будут вырасти. И также нынешние телята уже вот в клетках у нас. То есть, когда они телятся, мы выращиваем их в клетке. Там их выкармливаем. К сожалению, мы молоко все сдаем, так что они у нас питаются месяц. После месяца переходят на сухой заменитель молока, а после на грубые корма, сено, комбикорм. Сөп жаттон бу манна ититигит отоплениега тен кайдагы. Коровы сами по себе выделяют, они очень теплые, но у нас как бы вентилируемые очень, везде дырки, как видите, вон там вот форточка тут, из-за этого дополнительно стоит здесь вулкан, то есть отопление у нас газовое, стоит газовый котел и уже идет отопление. Кстати, у нас тут стоит 2 камеры, чтобы видеть котел, одна здесь, другая в конце коридора, по которым видно, когда вот, если в ночное время происходит отел, чтобы прийти, помочь, если... Ну, последние годы у нас хороший откорм, корм хороший. Раньше вот пивоваренный завод был, мы оттуда брали борду, то есть производство, когда они пиво варят, а есть отруби, борда, то есть солод оставшийся. Он нам привозил, но в этом году он что-то обанкротился, кажется, закрылся, и из-за этого у нас дополнительного корма мало. Сөп жаттон бу манна нахтар бит турар хилдерин биһиге көрдүбүт. Салгы биһига өссө нерейдер бит турар сердере бар ди.
Неридер бит турар сирдергер биһиги билигин тахсык бытын нада болар. Сеп отон ити камералар даха бикити чона манналыс. Камералар гытын отон И снаружи, и снутри. Все Ка- передается на телефон. камералар гытнан ол телефон гытнан бартын көрөн билен истен олордо хотте. Вот она. Уличная камера находится здесь, и одна находится на загон, чтобы смотреть, что все в порядке с коровами. Отон эги бу фермага тохте ипде ол түтнен кепсе кара ип ден тон хайдах үлели хамсыл роты. Ну, мы раньше были как крестьянско фермерское хозяйство, КФК, то есть это было юридическое лицо, но так как это очень тяжело в плане того, что вот нужно, например, сделать страховку на трактор или ЖТО, она идет как юрлицо, то есть у него там совсем другие тарифы, а как ИП уже идет как физическое, то есть это можно на себя имущество, то есть это уже не фермера, не фермерского хозяйства, а свое. Из-за этого легче, и поэтому у каждого сейчас фермера более ИП идет. Будан ордук пол ордерлар ип. Чтобы вывести с КФК, это нужно сперва закрыть его полностью и уже перевести на себя технику. И налоги платить лучше через физическое лицо, как ИП. Отон бихиха манна көрәшсәр бит ыйталлар үз каршыта келер до хойтабакка дилдер. У нас как ИП, мы сдаем гормолокозаводу молоко все. Также мы принимаем у населения, то есть вот Тулагино-Кильямский наслед, кто желает, может задавать нам. То есть личные подсобные хозяйства, которые держат у себя коров, они сдают нам. Но тоже они проходят всю сертификацию, то есть они каждый месяц сдают в лабораторию молоко свое, там оно проводится исследование на бактериологические анализы, на состав, и уже они составляют договор с ИП, ну, то есть с нами, а мы уже договор с гормолокозаводом и полностью сдаем молоко туда. Также приезжает машина, она приезжает каждый день утром, и у нас тут стоит охлаждающий танк, где молоко охлаждается. Там стоит определенная температура с 3 до 4, то есть у нее имеется датчик, она всегда охлаждает. Она ее не замораживает и не сильно перемораживает, то есть не дает ему сильно теплый. Ага. Отон эге чогна бу хатчыгытын гормал заводтан тон алалар боллакатте. Оннотон литр хына тахайдагай. Они платят очень хорошо, то есть всегда, то есть если честно, вот гормолокозавод нам платит 36 рублей, то есть они по факту, но государство помогает, Минсельхоз, то есть то, что мы Меркурием все заполняем, все справки, оно нам, да, кидывает до 99 рублей, то есть доплачивает. Итого мы за литр получаем 99 рублей. Чогна эге ол гормал заводтан отут алта холкобайга хайгыт, ону эбитин ол Минсельхоз неңе 99 солковой болар болдыга, Да. Раньше, вот в 2008 мы вообще под 14 рублей сдавали, но ничего, все было нормально. Экиденче отет Аллахка. Аллаханаттан хайдагатай кретеду элбехту хепту. В то время это было нормально. У нас было коров побольше, мы держали не 19 голов, у нас было 30. У нас еще там хатон был маленький и еще третий стоял. Но мы сейчас их закрыли, а один участок перевели не под сельхоз, а как частный уже, и там живет дом жилой. Бихе магына ипут көрәчү бит эсейтер ачытыгар хеха үккүт хачта хойтабат то ден чапчулаатыр. То все вовремя поступает, приходит, задержек не бывает в этом плане. Сеп жаятын бихиге бу хотон бутун көрдүбүт. Онтон салгы нередер бит хотонларын көрөк бити. Ануха күндө дагыттыр бихиге канал бутун кытары бирге болуң. Сайлык бериге өскөтөн эге ыйтыла хентирехирге бит туу харабы простак боллахытна хаяндагыны бихиге макс сыгыр бутыгар сурыярың ыйтылар гытыгар йөрө көтө коройдокпут эппетекпит. Уй көтөктө бол кенеттен бихиге төннөкпүт бихиге гытары бирге болуң. Зердоготтар кылгасы гуйка токтобул кенеттен төннөбүт бу кемге бихиге намно нередер бит хотонноргар келен турабытте. Жаратын эге бу тухунан кепсиха. Карачандар бит нередер бит хотоннорун туна.
Ну, Мана- мана нерейдер туралар до 3 лет, можно сказать так. Пока они растут здесь, получается, Аялка расскажет вам про отопление, как они отапливаются у нас тут в зимнее время. И по количеству их тут сколько выходит? 12. 12 телят. 12. Ага. Отын бу манна билден турартын нерейдер бәлерин хылыппа болактар иде. Атын мөлтөхтү коллехин нахиха манна итити үлетә күстәхти гытыллыктак. Отопление. Ну вот здесь они сами себя отопить не могут, то есть они слишком маленькие, еще помещение чуть-чуть большое. У нас вон там есть изолятор, то есть при болезнях или что-то случается, мы изолируем их от других. Бу манна да. Ага, и лечим там. Здесь у нас отопление вулкан стоит, тоже отопление газовое. Это все вот один газовый котел, он очень большой, и здесь зимой тепло. Бу вулкан ден чөдик хылтар да? Хорошо работает. Раньше у нас были радиаторы обычные, чугунные, и как бы стояла на крыше емкость, ей самотеком как бы тоже было тепло, но воды очень много было. И если что-то перемерзнет, то случалась большая авария. То есть нужно было искать. Из-за этого вулкан гораздо лучше, они поверху трубы идут, они всегда теплые. В них только -1 то, что зимой при отключении электроэнергии они быстро замерзают. Самые первые, они лопаются. Поэтому у нас тут есть резервное питание сделали, стоит генератор. При отключении света сразу он работает. То есть он стоит в гараже, он за стенкой гараж. Там у нас находится генератор, и он уже отапливает. То есть циркуляцию хотя бы Гараж бутын бу манна хысса турар боллага де онутун те эттин де генератор бутын хобу вот барар түгүнерден как часто свет пропадает, уходит? Ну, нам очень везет. У нас отдельно от города линия стоит, и перебоев совсем не бывает. То есть, если в городе свет ушел, у нас всегда есть свет. То есть, почему-то в нашей деревне, ну, нам тоже, и перебоев с питанием нет. У нас уже генератору 10 лет, и он включался всего 2-3 раза. То есть, проблемы с питанием нету вообще. А так бывало, конечно, свет уходит, и тоже генератор можно и отключить, перенести, чтобы молоко охлаждал. Генераторы сейчас спасают. В каждом хозяйстве должен быть генератор. Отоннук генераторы хуаканык тагны хайса тавылуа боллага де. Сөп жаттон биһиге манна хотомудуттан таксыккайын оннуттан те бир генератордах боллага те один генератор, да? У нас есть еще дома, то есть их у нас не 1, а 3. То есть если нужно выехать на выезд, у нас сенокос. Сенокос это очень трудоемкий, там может быть в ямку попал, железку сломал, косилка сломалась, подварить, сварить. Всегда закинул генератор, повез, сварил на поле. Отын эти биһиге магын кәсепиппити ипы тугуртулагы ден. Олонно опсайнан отын ипы сударствыттан өбүл субсидия көмөйүнө түнен хайдагай. Про субсидии. У нас очень много. Ну вот у нас поддержка идет по молоку. То есть поддерживает тем, то, что у нас цена за молоко не 34 рубля, 99. Это очень большая помощь. То есть у нас надоит 250 это в день. За месяц можно сделать 7 тонн. То есть это каждый месяц по 7 тонн. Ну, с приходом зимы она уменьшается, но это большая поддержка. Но в следующем году, говорят, субсидии из-за финансовой проблемы государства у нас будет совсем другая история. То есть это нужно будет уже в коллективных хозяйствах сделать. То есть у нас сейчас голов 46, а должно быть около 300. И как бы мы должны все скооперироваться, и тогда будут субсидии. Оннук кайыр буларны инхокта кеңетер хаңетер улатындарыр. Покруп расширить планы. Пока это очень сложно. Сейчас бы как бы на плаву остаться. Сейчас с этой экономической ситуацией у нас солярка очень дорогая, запчасти дорогие. Даже вот недавно у нас водонагреватель сломался, он тоже вот все заменяется. Техника у нас вся старая, то есть это все советское. Новое у нас очень только внедряется, можно сказать. Вот 10 лет назад вот танк приобрели, он тоже очень дорогой был, который молочный. По всем Санпину тоже тяжело все это
выдерживать. Из-за этого все должно быть Оннук боллагы устук бяга боллагы дирде билге бар тегер петтехтахын санитарный нормандан онтон эге билген оттон от үлетүнүгенеди сенокос онуха бөте техника дейтиби темир көлө оттук горючай ол бопрохен хайдагы техникаларга тинтуунан кепсекка. У нас техника старая, но рабочая. В этом году у нас уже сенокос начался. Мы скосили за карьером, Кильянский карьер. У нас там есть земли. 200 гектар скосили, и вышло всего 30 тонн. Это очень мало, по идее. В этом году трава совсем низкая. А из-за наводнения у нас еще и трава находится, то есть участки в Кангаласах. Там она сейчас вся под водой. И, скорее всего, она будет вся черненькая, не первого сорта. Отчогна эти би от хантан ылагыты, онна оттон те бир кыһыны турургутугар төһө отнадыны. Ну, на поголовье у нас считается как, то есть, одна голова 5 тонн вроде бы. Так считают на запас. Элбэх отнады бойся. Ну, примерно у нас же не только коровы и телята. И примерно с этого где-то 90-100 тонн нам нужно накосить за лето. У нас имеются 3 техники, то есть 3 трактора. Один новый трактор совсем. В 23-м году мы его взяли. Вот на нем работать очень хорошо днями. Также у нас есть пресс-подборщик, косилка. Косилки 3. Из них 1 рабочая, 2 у нас на запас. То есть, и также телеги 3, 2 грабли, собирать сено и пресс-подборщик 1. Ты элбэх полона тугуты? Сколько у вас бывает? Оттагонда. Нет, у меня есть своя работа. Сколько? Примерно мы накашиваем, ну, мы косим втроем, я, отец, брат на строе. Из-за этого 3 трактора, но у отца в последние годы проблемы со здоровьем. Из-за того, что часто едешь на тракторе, очень большая вибрация и шум. Поэтому к старости я буду глухой и будет у меня грыжи. Атын бихеха манна киох экраннан көрөчлөр бит санааларын үлестеллер эдер үлехет ылларга сетихине сөдаганы үлага түйнө сайда турдун ден бага санааларын сурьялдар бихиге көрөчлөр бит. Атын бихиге бу кеннибитигер турар хотоңго биддертен үсастыргар дере баллар детигитте. Антон ол атүтер бихиге көрдөк бүтнетиннен тух хирей того буманнык тус парахсан турари. Ну, во время загона коров мы отделяем отдельно телят. Ну, их, получается, мы их там кормим, пока они отдыхают, чтобы они нам не мешались по территории во время дойки. То есть младший отдельно и старший отдельно. Как-то так. Түрү Антон чогна эге опсенен сүрүн жарыкыт болдагана хеха үт туттарыта болор болду. Молоко основное занятие. Антон колу бура мен маннык бэм теринехпин багырымди кахайстыва. Онуха барыгыран агылыр бар үтер туттарытнан. Төхөл бах ынах нада болар исагылыр бар. То если начинать это, мне кажется, наверное, если коровы хорошие в плане, как сказать, молока. Ага. Я думаю, наверное, от 8, наверное. От 8 на альбах полбадакта. Есть хозяйство, конечно. Вот в прошлом году у нас было маленькое личное хозяйство, открыл свое. У него было всего 5 коров, а доил почти как мы. То есть это он собирал по всей республике дойных коров молочных. И он очень хороший надои получал. У него было всего 5, но он их прямо выбирал. То есть у него были вроде бы ростиком, как наши якутские, но с большим выменем. И молока у него в сутки где-то было 100 литров. Ол бесеренахтан. Жалыс интерехине битте. Антон беге бу кемге ол дикке чугахы битта. Ол дикке барык кайынде. Отчогуна эге тон келин бу эт атылырынан ин кайыска тержертен ихтин багарагатту. Это ты тигер? Ну, нет, скорее всего. Да? Только молоком будем заниматься. Атын бу отчогуна эге
Эттерин бягы тигит, жоңгутугар аймактар гитигер бессерейин боллакыт я. Всем родным, близким делимся мясом. Ну все. Атоннык боллади. Жа биһиги манна кирекка, онуха бу биһиги кенди битигер пастух ыппыт хыджыхар агайде. Сөп жердоттор бу манна биһиги кирди бит. Атон маннык тен ыйты өскүр. Хебес көтүн эттен хиге эти тоох боллага де. Үтү ордук атылырынан жарыктанар боллакытна бу нередерги тиген кайдак кайыллары. Нередергитен ахатан сетен олор Они здесь, мы вот молодняк всегда отделяем, у нас есть кормушка, то есть мы кормим их комбикормом. У нас есть запасы, вот контейнер стоит полный, забитый комбикормом. Комбикорм мы, получается, покупаем его обычно, ну, закупаем у нас, участников и ИПшников таких же. А так, хотелось бы поддержку. Комбикорм у нас сейчас 35 килограмм, 1400 рублей. Это один мешок. А по правилам у нас, я не помню сколько, но у нас уходит мешок, то есть полмешка на вот 16 телят каждый день. Ну, мы подкармливаем коров, на коров тоже выходит у нас. За зиму мы примерно закупаем 200 мешков комбикорма. 200-300. Потому что у нас на сене, конечно, они совсем будут худенькие, больные. Чтобы их хороший отел был, нужно их хорошо кормить. Хорошо у нас, когда вот пивоваренный завод был, он круглые сутки нам привозил. Ну, не круглые сутки, каждый месяц привозил. У нас было вот железное, мы туда его заливали и уже кормили коров дополнительно от корма. Вот эти очагына ипыларга денду опсайнан бу мандык ынакка комбикорма тыларга көмеден опсайнан хохта хайдагыды. Нет, получается, мы покупаем за свой счет. Отонно көмеден көрүлүбәттә сударствоттан. Нет. Такой помощи, чтобы не было, можно сказать. Получается, за счет того, что зарабатываем молока, мы покупаем комбикорм, можно сказать так. Аты юкет хачетнан бары хирәнгә тонна хайыр боллакытте. Сөп обасты буллах көрәчүләр билеген биһиге кылгас угуйка токтубут, ол кенеттен төннөкпет биһине гетере бирге болун. Обасты буллах көрәчүләр кылгас угуйка токтубут кенеттен төннөбүт биһиге сыйлык бирине көрәләргот. Бу кемгә биһиге санатабыт күндә доготтор устар бөлөк килдемгә келен турыбыт. Манна Андреевтар жекерген фермалара кайдак үлелдири, туктагы, онтон тугунан ахан сен алырларын биһиге билсе бит. Отон очоны манна кайты өскүрһәп аңарда сәһиге бу фермага тәттигет үт туттарабыттен. Үт туттаран эре ферма теренен үлелдир хамсыр төһә барыстагы. Барыстаг жыла до дене ыйты өскүр. Ну, как сказать, выгодно. В принципе, да. Конечно, если ты любишь свое хозяйство, занимаешься им, всегда будет выгодно. То есть, а чем еще мне заниматься? Чтобы принести пользу больше, очень фермеров много. Сельское хозяйство не только же коровы, но и раньше мы занимались и зерно сеяли, картофель сеяли. Но коровы это как в крови. Это получается не только про выгоду, а про мандык хавилюр жарыкытнан боллага де. Я вот 91-го года, я вот прям родился в этом хозяйстве, вот им больше куда деваться. Ну а так, когда растешь со всем этим, больше другими заниматься не можешь. Көрү Антон бу мандык ынактаргыт элбек үй тагалларын тугара кайдагара тугара оңрукка кындыкка хөптү, тугара объехаты хөптү, чтобы коровы давали больше молока. Что вы делаете? Самый хороший откорм это ячмень, конечно, жмых, добавки всякие. Зимой вот комбикорм есть специальный. У нас есть тимин, он экспериментирует. У него есть свои в Вилюйске свои поля, и они прямо как бы хороший корм называют. У него там специальный откорм для откорма животных, для молочных. То есть есть специальные породы, сорта зерн. Вот ячмень самый лучший, как бы жмых, ячмень.
чтобы его получить. Ну, в комбикорме это все есть, но там все вместе, какая-то массовая доля совсем незначительная. Но вот у нас в Амге тоже есть производство, стоит хорошее, оттуда закупаем иногда. Но в основном, конечно же, для откорма это вода, сено. Ну, сено это клетчатка просто. В основном это, конечно, комбикорм. Андык бә булдыга дияттан ол дике ажы хаман хеккары чуга хекка. Отын өскөтөн хеге бу маннык сөйләргә түтүтү әчән калар түгәннәргә холбрате монахтарга масти дигән дәнәре бар ди. Оннык түгәнгә хайда һәм тигите көрөгөти. У нас это крайне редко бывает, но у нас в основном травматический мастит. То есть, если корова упадет, подскользнется, зимой у нас лед, скользко, упадет, ударится, и тогда, получается, мы их лечим. Есть специальные препараты, либо ветеринары, но мы, как уже знающие люди, можем сами вылечить. Есть мастисан, специальные средства, которые вводятся в вымя. Также смотреть надо кровоподтеки, если сильные. Если капилляры полопались, или многое факторов. А так, болезней очень мало. То есть у нас ветеринары работают, буквально на днях приезжали вот от сибирской язвы у нас вакцинация. Каждые полугодие, квартал приезжают, вакцинируют и осматривают на здоровье животных. Вот эти дебил болла ди. Антон бу нередер битер чуга хия таты бут нахтар бут тагына нередер бит тагына тая тураллар дип хигиттен. Аны эти көрөбүтте моннуларгар тухтактыр эти. У нас, как молочная ферма, мы не даем сосать. То есть, чтобы молоко они не высасывали, на них одеты специальные пластиковые. Когда корову сосет, и корове больно, и он не дает сосать, чтобы они молоко не высасывали. У них на носу вот пластиковые. Они безопасные, они не протыкают, а просто одеваются. Антон бу эти эттинге оту тара бир төрөбүтүн кенне эмтерагат тетигитте. Бири эмтерагат ол кенте тон комбикорму кахату намандык соскандан хайгитте. Да, они у нас всего 30 дней на молоке, то есть через соску кормятся. У нас своя техника, мы 10 дней кормим их молоком цельным, то есть у коровы, которую она дает. После 10 дней уже переводим то есть не через соску, а ведром. На 30 дней уже разводим им половина на половину с ЗЦМом, то есть заменитель молока покупаем. Они продаются там же, где это зерно, овес. После этого уже на грубые корма переходят где-то через месяц-полтора. На сено и комбикорм. Антон заменитель молока иногда хайдах тяга болари. 200, где-то 15 килограмм. Это стоит самая дешевая, так 2800, 2700. Это от марки и на вкус и цвет, как говорится. Есть очень много разновидностей. Но заменитель молока гораздо дешевле. Из одного такого мешка можно, примерно 150-200 литров. 150-200 литров тиери. Корова за это время больше дает. То есть у нас на откорм на 16 где-то вышло 4 мешка. А по молоку, если бы каждый день, молока надо им каждый день по 5 литров. Сөп. Жаттан беги бу сайлык бутус ферма бутустун алдыке барыкканы. Алдыке барыбыт беги бу нактар бутун батыга жабыт курдук. Анна атал керерим курдук тохут. Ал тох терилгит, оттур терилгитте. Атаксар терилгит бар. Ануха беги манна истәчләр бит италлар агай. Ханнык херге жагыты ден. Ануха беги тоққа келдемге барбыт Андреевтер жекерген фирмаларыгар. Жабиге бу оттур триллер битен теппит үс трактор дақпыт теппит. Онна жабу отын отоксор малларгытыгар өсө тук барын кепсеха ол хлобра отоксор терилгитерде. Сейчас у нас на ремонте вот косилка находится, разобранная. Она вот действующая, я поменял ножи, готовлю ее к выезду. Вот вода уже наконец-то у нас падает на реке Лена. Скоро уже смогу проехать. Там сейчас не проехать. Первые уже проехали. С Тулагина там вчера буквально трактора проехали, но очень по кабину вода у них была, и большинство у них потонуло. Придется менять масло и заниматься этим. А так, мы уже скосили сено,
Она за карьером находится. У нас Сайлык, там как бы 200 гектар. Это вот тремя тракторами. У нас есть пресс. В основном у нас я занимаюсь кашу, брат граблит, сушится, потом я прессую и с братом вывозим вдвоем. Атын яка чугайден ол бу манна отуреги чуга соғыстырар битте. Здесь у нас очень близко, но Кангаласка уже подальше. В этом году сена очень много нужно будет. В прошлом году у нас было меньше коров, в этом году мы больше оставили. Вот молодняк есть. И сенокос только начинается. Вот уже поломки пошли. У нас и шестеренки поломались на косилке. Пресс-подборщик у нас очень старый. У нас пресс уже, хотя новый, мы его покупали новый, но сейчас такие очень дорогие стали. Сейчас вот смотришь на всю сельхозтехнику, волосы дыбом встают. Но с каждым годом пытаемся обновить. Вот в этом году, в прошлом году, то есть купили грабли новые. В следующем году планируем косилку. Может быть, хатон обновить получится. Хотелось бы. С 91-го года стоит очень старенький. А так в планах может быть вот на этом месте поставить новый хатон по-современному. Вот у нас соседи вот индюшатник открыли. Вот как бы вот на такой хотелось бы тоже. Атын ити эттиң де оккут бата билен төрөр быйыл от үлетеден опсенин үгүс кыгалганы сага сернер асмындыктарыгар көрүстө. Онуха оккутун септөгөн оптабыта кутна атылагыт да. Закупать будете, да, если... В этом году у нас вот проблемы с паводком. Сейчас все сено, вот она, у нас участки очень низко. То есть уже недели две она под водой. Сейчас она уйдет, может быть, она останется такой, ну, может быть, она там на буграх. Но в основном, если она совсем почернела, то есть ил, грязь, она же все прилипает к сену. Мы его скосим, если не получится, то придется покупать. У нас сейчас и только 30 тонн. Это, 100 рулонов, грубо говоря. А нужно где-то 400, 300-400 рулонов на зиму. И опасность в том, что если придется докупать, то тоже покупать сейчас не только дорого, но и не у кого. Потому что если у нас такая ситуация, то и у других то же самое. Сөп отын быйыл олыс устук болды дейте түттен. Отын Опсенин отон олда болдар хембир манныктыгы хахасты үлете салганар, сүйhö сылгы итилер боллага жакатна барыга ди сага төрүжөргө. Эге олус молодецтаргыт эдер жон бумандыгынан жарыктанагыт, отон көрөшөр бит тагына сага мактай олорлар хиха, кайгабыл суруктарын хиха терделер, эдер ылдырга сетихилери дебиттерсеп. Онотон бумандык сага сагаланер ычча жонга туктан сагалаң тугу гынын ден сүбелети гитеге. Начать, как говорится, с малого. То есть завести коров. Посмотреть, как обязательно построить хороший хатон, конечно, чтобы было все, начиная с малого насоса до большой техники, обязательно. По идее, это очень легко. Для этого нужно только желание. Если хочешь заниматься, то ты этим сможешь заниматься. Главное начать. А так все уже с опытом придет. Также людей много, хозяйств много. Очень много людей приезжает, когда смотрят, нас спрашивают, как это, как то. Всегда же всем помогаешь, всем отвечаешь. А так, хотелось бы сказать, чтобы люди занимались этим, потому что в Якутске очень мало, не только молока нашего, но и мяса. Хотелось бы, чтобы держали побольше мясных, но мясных очень трудно держать, они очень много должны есть. А от корма у нас очень трава маленькая, растет очень плохо. А мясные породы, они очень много едят. И для них больше затраты. Вот, просится наружу. Атын тухтаргар барары кенлерме ыксыр боллактар. Атын хеге опсенан бумандык сылгыннан дибин. Анагынан сүйүнен Онағы сөйіне итәхінен жарықтанағы дұртын өссі атын тугара хаңа көріңе итәқетін бәғатын қолын оқытын бағарағатты. Может быть, и лошадями, да, в будущем.
Ну, хотелось бы, сейчас идет очень большой тренд на лошадей, прогулки. Тренд-то. Да, сейчас очень многие держат лошадей. Ну, все, вот, которые коровники, они переквалифицируются под конебазы. Потому что скотиной заниматься очень тяжело. За ними осмотр большой. Ну, для лошадей тоже огромный труд, но более полегче их содержать. Смотря еще каких, если породистые, конечно, за ними тяжело. А за дикими, которые у нас очень хорошо вот, отпустил, гуляет. Ну, то есть это нужна своя территория. Лошадьми тяжелее, правда, оказывается. Нужна своя земля, очень большая, чтобы огородить, и они там паслись. Отын кыракай курсы нитейн хажабадақы тағандағыны? Нет? Нет еще? Раньше у нас чего только не было. У нас были и куры, и свиньи, и козы. Пробовали все. Но остановились, конечно, на скотине. Потому что более рентабельнее в нашем крае. Свиньи, их тоже очень много откорм нужен большой. Затрат больше. Зато мясо вкуснее. Для себя держать советую, а на продажу, конечно, невыгодно. Ага, сәп. Жа, кәпсәтә туруq курдук путаны хомойох ин биһиге биреме бит ыгым. Аял Виктория хеха бүген биһиге бери битер кәсәбе китегәр истирах бүтән мактана бу нотон үлагат хамнаскы тәрү сайда үйнән чәчери турдун. Көнне дагатар манан биһиге бүгенгә бери биттемиктенер. Хәтәңгә сылҗың, бәягәт карыстаның.